Когда мы сюда вернулись, у меня еще тогда была задумка, что эту депортацию ее всю как-то надо описать. Никак нельзя, чтобы это исчезло из памяти народа, чтобы это само по себе вот было и нету его. Нет, это было, это история целого народа, через который прошел через такие муки, через такие страдания. Это был, между прочим, первый такой труд, который именно относился к этой теме. До этого никто еще этого не печатал, никто об этом не писал. Да, первым был, конечно, толчок дал этому Вазгриль, который попросил, чтобы все, кто помнит эти времена и знает, через это все прошел, чтобы оставил свои воспоминания. Кто-то ее прочтет, кто-то передаст другому. И я думаю, что это очень большой исторический материал, и мы должны его знать. Мы должны его знать. Одни научные труды – это одно, но вот такие воспоминания, которые пишутся отдельными людьми и пропущенные отдельно через одного взятого там человека, это совсем другое впечатление оставляет. Он вышел в авторской редакции, у меня специального редактора не было. Кто-то хочет, он берет редактора. Но я считала, что я сама написала гораздо доступнее, без всяких выкрутас, без всяких словословий. У меня же были много статей, и не только такие, что, которые всю эту депортацию вообще, в принципе, всю и захватывали. Например, была такая статья, как «Анкета спецпереселенца», она называлась. Ее Фуат Абдамитов тогда внедрил, и вот среди наших людей ходили, эти анкеты собирали. Вот, значит, мы и описали, там в основном вот эти самые трудные, самые трагические минуты и описаны были. Когда наш народ буквально пачками умирал. Пачками умирал. Я сейчас точно не помню уже, но у меня там записано. Вот 272 семьи, что ли, были у нас в районе. Ну да. И осталось там какой-то мизер.